Вы смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Амгу прибыл первый теплоход с тоннами каменного угля. О годовом плане навигации. МЧС передали бойцам СВО 5 единиц техники и маскировочные сети. Впервые стартовал международный кинофестиваль под названием «Хоту Илинг». Подробнее о мероприятии. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 45 лесных пожаров на общей площади 1613 гектаров. Причиной большинства пожаров в этом году стал человеческий фактор. На сегодня установлены 8 виновников лесных пожаров. По факту крупного пожара в Татинском районе дознание продолжается. Здесь ущерб лесному фонду составляет около 1 000 000 рублей. Если виновный будет установлен, то этот ущерб будет умножен на 50, плюс работа авиации. На тушение 45 пожаров затраты из бюджета охраны лесов составили 200 миллионов рублей. Вчера вечером в Амгу прибыл первый теплоход с тоннами каменного угля. Экипаж судна Николай Архипов под командированием капитана Сергея Новицкого доставил в Амгинский улус первую партию угля из Джубарики-Хая. Годовой план по завозу угля составляет 78 тысяч тонн. Всего за период навигации будет доставлено 10 тысяч тонн угля. На данный момент все судна Паулруп находятся в акватории реки Амги и в течение 3 дней ожидают прибытия всего объема. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на сегодня амгинским участкам Саха-Спецтранс задействовано 6 единиц техники. Из-за понижения уровня воды на реке Амга возможны частичные разгрузки угля в селе Соморсун. Вообще навигацию мы открываем по завозу, это с Амгинского района. Село Амга – это первая наша навигация, первый уголь, куда приходят наши районы. Ну а так мы завозим по всей республике свыше 320 тысяч тонн топливных ресурсов. И вот навигацию мы открываем с Амги. Традиционно мы на отопительный сезон в Амгинском районе мы завозим 80 тысяч тонн угля. Получается, вот навигацию 10 тысяч мы сейчас должны завести. Уровень воды, да, как на этот момент сейчас не такие большие, достаточно для прохождения судна, может быть и на следующий рейс тоже, может быть возможно, зависит от метео все. С 1 июня текущего года работающие родители, воспитывающие 2 и более детей, могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Право на эту меру поддержки имеют граждане, уплатившие налог на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения. Выплата назначается 1 раз в год, об этом сообщают в отделении Социального фонда России по Якутии. Получателем семейной выплаты могут стать нуждающиеся семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Заместитель министра труда и социального развития Якутии Наталья Черноусова посетила Намский улус с целью ознакомления социальных учреждений района. Делегация посетила ключевые социальные учреждения района. Первым объектом стал семейный многофункциональный центр. Его уникальность в том, что услуги населению предоставляются по принципу одного окна. Далее делегация встретилась с постояльцами геронтологического центра имени Татьяны Дрехинской. Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов принял первых постояльцев в 2023 году. Современное здание на 65 мест стало символом масштабной государственной поддержки пожилых людей. В районе действует также благотворительный фонд «Лебедь», который с 2022 года предоставляет социальное обслуживание на дому престарелым и инвалидам. В завершении рабочего визита встретились с получателями соцконтрактов. Социальный контракт – это один из видов государственной поддержки для преодоления финансового неблагополучия и трудной жизненной ситуации для населения. Один из эффективных механизмов и результатами, которыми можно похвастаться в Намском районе, мы сегодня как раз представляем нашим журналистам. Сегодня в рамках всероссийской акции «Все для победы» Главное управление МЧС совместно с Народным фронтом и шелкопрядами республики передали бойцам СВО 5 единиц техники и маскировочные сети. Сегодня в Мегино-Кангаласском районе поселка Нижний Бестях состоялась передача транспортных средств. Начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин передал ключи от 5 автомашин «Нива» и «ГАЗ», также маскировочные сети и гуманитарную помощь руководителю регионального отделения Народного фронта Дмитрию Панькову. Техника будет доставлена в зону СВО.
Для бойцов Якутии, которые сейчас в настоящее время выполняют свою боевую задачу на благо Республики Саха-Якутия, во благо нашей великой России, защищают наше население, защищают наши территории. 5 единиц техники на базе автомобилей «Нива». Мы высокопроходимые, мы передаем в хорошем состоянии для проведения мероприятий для использования ее нашими бойцами в зоне специальной военной операции. За каждого павшего – живой мемориал. В Якутске прошла акция «Сад памяти». Почти 200 человек собрались в Парке Победы, чтобы посадить деревья в честь героев, погибших за Родину. Волонтеры, студенты, школьники и просто неравнодушные граждане облагородили парк соснами, березами и кедрами. Всего посадили 300 деревьев. «Сад памяти» – это международная инициатива. Ее цель – посадить 27 миллионов деревьев. Именно такое число советских граждан погибло в ходе Великой Отечественной войны. Я посадил дерево в честь своих дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, и ребятам, которые пали на СВО. Вот это в честь них я буду сюда приходить, смотреть, ухаживать за этим. Если не приживется, я посажу другое дерево. Обязательно. Мы садим в честь Петра Киприянова. Петр Киприянов был другом моего дяди. Был убит в 2024-м, но получил посмертно Героя России в 2025 году. В Якутске открылась ежегодная выставка-ярмарка «Дача, огород, усадьба». На Комсомольской площади жители и гости столицы могут приобрести саженцы, овощную и цветочную рассаду, семена, удобрения и комнатные растения. Как отмечают организаторы, особым способом в этом году пользуется спросом клубника сорта «Фрига». Посетители также могут получить консультации специалистов по посадке, уходу за растениями и сохранению урожая. Свою продукцию на ярмарке представили более 60 садоводов и огородников. Помимо этого представлены материалы – качели, текстиль для дачи и многое другое. Выставка-ярмарка будет работать до 31 мая. Это очень популярная ярмарка. Каждый год у нас всегда, вот сегодня пятница, рабочий день, но уже с утра все равно очень много народу. Основной наплыв мы ожидаем завтра. Вот как раз у нас наступило лето. И посевная пора началась. Вот в эти выходные самая пора садить наш огород, сад. Сейчас очень интересно то, что не просто картошку, огурцы, помидоры сажают наши жители города, а пробуют себя. В этот день все 283 ученика Уснерской гимназии считают себя именинниками. На ежегодном праздновании Дня гимназии побывали и наши коллеги. Звучит ученический гимн Уснерской гимназии. Вот уже 25 лет так начинается каждый праздник, посвященный Дню гимназии. В этот день подводят итоги, награждают достойных, тех, кто на деле доказал, твой упорный труд и поддержка педагогов способны покорить самую высокую вершину. Александр и Кирилл – выпускники, кандидаты на золотую медаль. Как все математики, не очень разговорчивы. Гимназия также помогла мне развиться в творческой части, а не только именно в учебно-математической. Смогла избавить меня от страха выступлений. У меня была практика работы с оборудованием научного направления по приводу на точке роста нового оборудования. И мы с Сашей разбирали его, смотрели, как им работать. Тоже хороший опыт. Вы определились со своей дальнейшей судьбой? Направление хотя бы. Направление, да, есть. Я, наверное, буду поступать на программирование. У меня конкретизации как таковой нет. Только что знаю то, что техническое. Итоги года здесь считают в 3 измерениях – знания, спорт и активная позиция. Но что характерно, на сцену за наградой выходят не только ученики. Вершину успеха не покоряют в одиночку. Учебное заведение – это треугольник, где педагог тянет, родитель страхует, а ученик штурмует. Дети очень хорошо учатся, успешно, участвуют в различных
мероприятиях, спортивных, творческих конкурсах, олимпиадах. Старший сын активно участвует в научно-исследовательских работах. Наша гимназия детям помогает раскрыться. Учителя наши очень чуткие, очень старательные. Каждому ребенку индивидуальный подход. И все это зависит от родителей и учителей. Это большая работа для того, чтобы нам вывести детей на правильный уровень. И хочу сказать, что дети, которые заканчивают гимназию, они потом уезжают в большой город, но они и там себя проявляют, и нашими детьми гордится республика, особенно гордится наш поселок. День гимназии – это не подведение черты, это старт к следующей вершине. И ребята не останутся на этой тропе в одиночестве. С ними рядом всегда родители и педагоги. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В столице региона впервые стартовал международный кинофестиваль под названием «Хату-Илин», который стал площадкой культурного обмена, творческих созиданий для молодых режиссеров из разных регионов России, также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Благодаря масштабному мероприятию появится художественный язык, соединяющий традиции кочевников с современными реалиями. Также озвучат итоги конкурса, куда вошли 19 картин о любви, нравственности и связи поколений. Фестиваль мы называли «Хату-Илин», акцентируя на то, что мы представители северного кино, да, северного региона, а Илин – это как концепт Востока Азии, поэтому вот азиатские страны у нас представлены. Но цель и задача, конечно, это развитие наших будущих кадров в якутском кино, да, чтобы у них была и насмотренность, вообще какие-то понимания индустрии кино, да, потому что помимо производства есть еще и фестивальное движение для кино, потому что любой кинематографист снимает кино для зрителей. Во Владивостоке прошел пикник участниц проекта «Мисс Азия ДФУ-26». Гости и участницы поделились на команды и стали проходить станции, которые располагались по кампусу ДФУ. На станциях ребятам давали различные задания от постановки трендовых танцев в соцсетях до проверки знаний о культуре народов. Мероприятие было нацелено на личное знакомство гостей с участницами проекта. В конце мероприятия было организовано питание и награждены лучшие команды, показавшие себя на квесте. У нас было мероприятие «Пикник». Получается, мы с участницами и с гостями знакомились, играли, веселили. Также скоро покушаем. У меня была команда из 4 девочек «Супер Герлз». И было классно играть самой, потому что всегда я была организатором. И было очень классно оказываться со стороны гостей, тоже классно играть. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.